І зараз ми будемо розмовляти про економіку, що так і не так відбувається у нашій країні. У нашій студії ми вітаємо Олександра Пасхавера, президента Центру економічного розвитку. Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Давайте розпочнемо нашу розмову із того, що президент Петро Порошенко підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про припинення договору про дружбу між Україною і Росією. Про це повідомляється на сайті глави держави. Зокрема, припиняється дія договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року. За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано про це нотою Міністерства закордонних справ, а Порошенко внесе у Верховну Раду відповідний законопроект. Договір про дружбу між Україною та Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти. Пане Олександре, от як це відіб'ється на економіці України? Понимаете, когда вы меня спрашиваете, как это будет... Сегодня мне позвонили из России с точно таким же вопросом. Я отказался отвечать. Потом им объясню, почему. Вам я могу ответить, но я не буду считать. Конечно, если вы прекращаете какие-то отношения, тем более с таким, несмотря ни на что, хотя отношения экономические между Россией и Украиной резко снизились, но, насколько я помню, еще в прошлом году, я сейчас, еще нет уже данных, Россия все равно была самым крупным партнером Украины. Поэтому такого рода разрывы тяжело переживаются экономикой страны. Но разве тут можно ответить как экономисту? Если Россия воюет с нами, то какие могут быть отношения дружбы? Это просто вытекает из состояния наших отношений. Ну, ви можете як економіст сказати, що потрібно робити, якщо знизиться економічна активність після розірвання цього договору? Є альтернативні ринки? Я могу вам сказать, как в свое время, еще на протяжении 27 лет, нам все уговаривали нас, включая русских экономистов и внутренних наших, что никто не будет покупать ваши товары. Особенно Россия очень любила это говорить. Только мы можем покупать ваши товары. Но прошло 27 лет, сейчас доля России совсем невелика. ЕС во много раз больше, мы торгуем по всему миру. И, конечно, и тогда это было странно. Понятно, что живая экономика адаптируется. В этом смысле, если вы спрашиваете, насколько это, скажем, убыточно, я могу сказать, это будет удар, но он будет скомпенсирован живой экономикой. А вот хорошо ли, что она будет скомпенсирована от России? Да, очень хорошо. То есть я как экономист могу сказать, что торговля с Россией опасна для Украины, опасна относительно, конечно, всегда торговля выгодна, потому что, во-первых, Россия не стимулирует как потребитель к обновлению товара. Россия как раз гордится тем, что она готова у нас покупать товары нашего привычного качества. Россия имеет такое свойство, которое мы хорошо знаем, вводить политику в торговые отношения. Это крайне неустойчиво и очень неудобно, особенно для малых производителей. Поэтому мне кажется, что, во-первых, разрыв подобных отношений есть неизбежность, связанная с ситуацией, враждебным поведением России по отношению к Украине. А во-вторых, я как экономист, когда смотрел на цифры первых лет независимости, и когда Россия занимала 80-90% нашего внешнеторгового оборота, я сидел и думал, боже мой, когда же она дойдет до 10, до 5 и так далее. Вот этот процесс, мне кажется, очень позитивный. Нельзя иметь монополиста, особенно такого монополиста, который все время играется в политику в торговых отношениях. Поэтому